Пешеходная улица Хайом-Насыри – это по-настоящему намоленное место с легендарной мечетью Аль-Марджани, рядом с которой сегодня шла бойкая торговля соответствующими торжественному дню продуктами и вещами. Это, что называется, рабочий чапан зеленого цвета для имамов. А сегодня вагазы и гаид намазы они исполняли вот в таких вот праздничных одеяниях. Естественно, к ним должны прилагаться и головной убор соответствующие, но они находятся в других лавках. Берут, да, обычно? В районы, например, да, куда-нибудь уезжают люди? Берут из районов, заказывают тоже очень много. Все хотят ходить красивые. А еще любой желающий мог получить открытку со своим именем на арабском языке, которую при нем же и заполняли. Это сама тугра, сам этот жанр называется тугра, но стиль сульс, потому что обычно такие подарочные варианты делают этим наиболее распространенным стилем сульс, и он более красивый, отражает красоту арабской буквы. С одной стороны, задача кажется сложной – написать для этой семьи далеко не мусульманские имена Иван и Александр, но у них есть аналоги, соответственно, Яхья и Искандар. Привыкли, да, гулять на всех праздниках других, там Новый год, там 8 марта, 1 мая и все прочее, 23 февраля, да, но мусульманских праздников просто Гаид аль-Фитр и Гаид аль-Адха, то есть Курбан Байрам и Ураза Байрам, да, два байрама только. А почему там не празднуют вот такие вот праздники? В ходе трехчасового мероприятия детишки боролись за победу в конкурсе рисунков, создавали куклы на мастер-классах, а взрослые наслаждались концертом на свежем воздухе. Дело в том, что прямо сегодня на Ураза Байрам, 10 апреля, мы, можно сказать, открываем летний сезон в Старо-Татарской Слободе. У нас здесь все лето будет стоять сцена, огромное количество мероприятий запланировано. Это и 9 мая, и исламские праздники, и самые разные национальные праздники. Поэтому сезон открывается, перечислять невозможно. Очень-очень много всего здесь запланировано. Всегда знаете, что в любое время можно прийти в Старо-Татарскую Слободу. Проводилась и лотерея, победителей которой получили номер в отеле на двоих. От такого приза вряд ли бы отказались участники свадебной церемонии никаха, состоявшейся уже на набережной Казанки. Ну, как не смущает? Сколько людей пришло посмотреть именно на вашу пару? Ну, конечно, волнительно, но все равно в такой день для нас это было таким решающим фактором, наверное, такой священный день все-таки. Но для мужчин, наверное, ничего не страшно. Нет, я как-то спокойно к этому отношусь. Меня даже это будоражит даже. Как сегодня, получается, и праздник отметили, да? В мечеть сходили или как? Я, да. Сходила, да. Получается, я еще и пост держал вместе с Рамазаном. Глава семьи трудится в строительной сфере, его избранница в юридической, поэтому свои отношения молодожены закрепили и в ЗАГСе, чей представитель провел выездную регистрацию. Марсия Бекбаев, Александр Царегородцев, телеканал «Эфир».